فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير. А тот, что будет человеком, который вообще намаз не совершает? Он лишен этого очищения. Он лишен этой милости Аллаха. Его грехи копятся и копятся, накапливаются. За исключением того, что значит, к нему записывается огромный, тяжкий грех пропущения намаза. Вместе с этим грехи, которые он совершал в течение дня, тоже накапливаются и не прощаются ему. Кто может быть несчастнее этого человека? Один день пророк, алейхиссалату вассалам, обращаясь к подвижникам, сказал: вы, скажите, делайте дуа, просите у Аллаха. Вы, скажите: Аллахумма ла тадж'аль фина шакиян ва ла махрума. Вы, скажите, просите Аллаха: я Аллах, не сделай среди нас шакиян, несчастного. Не сделай из нас махруман, лишенного Твоей милости. Научил пророк, алейхиссалату вассалам, делать это дуа. И спросил: а вы, говорит, знаете, кто же тот человек, о котором сказано, что он несчастный, лишенный милости Аллаха? Асхабы сказали: кто он, я Расул Аллах? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: тарикус салат, человек, который не совершает намаз. Этот человек, он несчастный человек. Этот человек, он лишенный милости Аллаха. В других хадисах упоминается, когда человек, не совершающий намаз, когда, говорит, он поднимает кусочек хлеба, чтобы поесть его, каждый кусок хлеба, говорит, проклинает его и говорит: о враг Аллаха, ты кушаешь ризки Аллаха, но не выполняешь долг, значит, возложенный на тебя перед Аллахом. Каждый кусок хлеба его проклинает. Одежда, говорит, которую он одевает, говорит: если бы, говорит, Аллах не подчинил бы меня тебе, то я сбежала бы от тебя. Когда, говорит, человек не совершает намаз, когда, говорит, он выходит из дома, его дом его проклинает, его дом делает такой дуа, говорит: я Аллах, ты не сопутствуй ему его сафари. Я Аллах, не дай ему благополучно возвращаться к себе домой. Его дом ему проклинает, если этот человек, живущий в этом доме, не совершает намаз.